как будете работать, соответственно, и с техникой, так и сможете общаться постоянно с людьми. В том числе, скорее всего, из вас получится, наверное, руководитель. Наука всему голова. Урал Галиев получает рекомендации, основанные на результатах пройденных тестов. Рекомендации направлены на то, чтобы заявитель смог более осознанно подойти к тому, чем ему предстоит заниматься в будущем. Урал учится на технолога. Психологическая диагностика с использованием проективных тестов дали ему положительный результат, и теперь он уверен, что выбрал правильную профессию. Наибольшие баллы вы набрали по специальности «Человек-человек». Соответственно, здесь вам интересно общение с другими людьми. С другой стороны, вторая специальность – это человек-техника, то есть работа с техникой. В рамках регионального фестиваля науки Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы разделил свои экспозиции на 11 площадок, а именно по филологическому, социально-гуманитарному, физико-математическому, художественному, историческому, естественно-географическому, психологическому, педагогическому, информационному, а также по направлениям родные языки и физическая культура. В течение 3 дней представители Башгоспедуниверситета принимали участие в работе выставок, мастер-классов, проводили интересные викторины, деловые игры, познавательные квесты, открытые лекции. Посетители были не только зрителями, но и активными участниками. Провели научный эксперимент, погрузились в мир виртуального пространства и многое другое. Ассистент и преподаватель кафедры «Прикладная физика и нанотехнологии» физико-математического факультета БГПУ Азат Галиев принял участие в научном бою, который прошел в развлекательном комплексе «Огни Уфы». Молодой ученый прямо на сцене создал полимерную пленку и параллельно рассказал о связи умных полимеров и памяти. Для меня это новый, но в то же время такой интересный, что-то дающий, что-то новое формат выступления перед публикой. В рамках регионального фестиваля науки факультет физической культуры предоставил возможность сдать нормы ГТО. В программу фестиваля были включены 5 видов нормативов: подтягивания, отжимания, прыжки в длину, упражнения на гибкость, упражнения на пресс. В данном фестивале приняло участие более 100 школьников из общеобразовательных школ города Уфы. Каждый район города Уфы был представлен командой. Сейчас ГТО всем известно, что в тренде, и молодежь, и взрослое население старается, участвовать в рамках ГТО, сдавать нормы ГТО, чтобы быть здоровыми, сильными. Это пропаганда спорта, а спорт – это всегда здоровье и красота. Счастье, что я пришла на физкультуру. Физкультура – это же здоровье, и хорошо, что мы занимаемся ею. Прежде всего, это будет испытание для себя. Мы узнаем, на что мы способны. Я профессию хотела связать свою со спортом, потому что я занимаюсь самоволейболом, и чтобы моя мечта осуществилась. На площадке «Родные языки и культура» гостям мероприятия удалось послушать золотые лекции с презентацией книги профессора Луизы Самситовой «Культурные концепты в башкирской языковой картине мира». В работе рассматриваются актуальные проблемы современной лингвистики на материалах башкирской прозы, поэзии и фольклора. Профессор Луиза Самситова в течение 15 лет вела кропотливый анализ. Поздравить преподавателя пришли студенты, высокопоставленные гости и просто неравнодушные к трудам ученого. Эта книга, она является энциклопедией почти, энциклопедия. По этой книге можно обучать и языкам, и в целом культуре, в целом истории народа, в целом фольклору и так далее. Роль и значение монографии для нас велика, потому что я, как молодой специалист, хочу сказать, что это направление еще не изучено, поэтому для нас, я думаю, что монография будет настольной книгой. Никита Печаткин, победитель конкурса детских инженерных работ «Шустрик», занимается конструированием и сборкой роботов. Юный конструктор с большим желанием ходит в студию робототехники и уже довольно-таки хорошо разбирается в своем деле. Я в робототехнике научился собирать роботов, делать всякие программы и многое другое. Я стану инженером. Сегодня на базе физико-математического факультета БГПУ активно работает Центр молодежного инновационного творчества «Уникум», где функционируют 4 лаборатории: прототипирование, оперативной полиграфии, лаборатория станков с числовым программным управлением и методическо-ресурсный центр. В них собрано новейшее компьютерное оборудование, которое позволяет создавать прототипы разных изделий и устройств, реализовывать интересные изобретательские идеи и заниматься техническим творчеством. На выставке было представлено
представлено техническое творчество молодых ребят, их разработки и интересные идеи. В Центре молодежного и инновационного творчества школьники, студенты, молодые ученые, преподаватели, гости. В рамках фестиваля каждый мог протестировать разработанные устройства. Данный фестиваль науки позволяет показать растущей молодежи основные открытия, которые имеются сегодня и разрабатываются в научно-исследовательских и образовательных центрах. Скажем, в этом году мы представили наши самые передовые технологии и разработки. Это научно-образовательный центр перспективных наноматериалов и, конечно же, наш бренд университета – это лаборатория инженерной психологии. То, что сегодня делается, открывается, мы доступным языком показываем для школьников, для того, чтобы они потом могли выбрать профессии для себя, ну и, конечно же, презентовать те открытия, которые у нас сегодня имеются. Лаборатории вуза также распахнули двери для школьников, которые стоят на пороге выбора профессии. Если у вас есть интерес к изучению водорослей, вы можете приходить к нам, заниматься. Мы увидели, как делаются опыты, познакомились со студентами, они нам рассказывали, как они учатся. Это было интересно. Люди должны узнавать о всяких разных научных действиях, происходящем. Просто в жизни ты такого не увидишь и не узнаешь. Я очень много узнала, увидела, как проводятся какие-то опыты, очень много всяких новых предметов для меня, и узнала то, что тут занимаются водорослями. Это очень интересно. Лаборатория психофизиологии и экспериментальной психологии БГПУ тоже предоставила участникам фестиваля уникальную возможность пройти психологический тест. Это аппарат аудиовизуальной стимуляции головного мозга, называется Mind Machine. С помощью света и звука он настраивает головной мозг на определенный вид деятельности. Несколько видов деятельности, и у них несколько видов сессий настраивает головной мозг и улучшает эффективность нескольких видов деятельности, таких как релаксация, активность, сон, настроение, творчество, учеба, спорт. Можно повысить также эффективность памяти и внимания. Любой профессиональный научный работник легко отличит научный подход к той или иной проблеме от ненаучного. А что думают, знают юные и молодые специалисты о науке? Наука – это собирать роботов или, можно сказать, изобретать что-нибудь. Но это эволюция нанотехнологий, новые устройства, которые помогают людям в технике. Все, что нужно для развития человека. Наука – это как бы жизнь наша. Чтобы она учит нас жить, она учит нас много новому, того, что окружает нас. Наука для меня – это изучение, это открытие, познание мира. Я думаю, надо привлекать больше специалистов в научных областях, чтобы все-таки и, может быть, больше еще там каких-то бизнес-структур, чтобы вот усилить вот это именно взаимодействие. Такое большое количество человек бы не занималось этим, если бы это было бы скучно, если бы это было не нужно бы. В центральной площадке проведения фестиваля в Государственном концертном зале Башкортостан принял участие и глава республики Рустем Хамитов. Он осмотрел экспозиции ведущих вузов научно-исследовательских институтов, крупных промышленных и внедренческих предприятий республики. Фестиваль позволяет нам, с одной стороны, взглянуть на себя, чего мы достигли, какие у нас успехи, чего мы можем. И вот выставка, которая открыта в фойе нашего государственного концертного зала, позволяет понять о том, что на сегодняшний день делают наши вузы, научные коллективы, промышленные предприятия. Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы в рамках регионального фестиваля науки собрал широкую аудиторию и представил участникам совершенно разные темы, от физики до искусства. Отрадно, что фестиваль становится доброй традицией.